В этом году мы празднуем 64-й День Победы и 61-й День независимости государства Израиль. Вы, ветераны, показали всему миру, что еврей не только жертва катастрофы. Он боец американской, английской и других армий коалиции, но прежде всего Красной армии. Боец, который вместе со своими товарищами из других стран и других народов разгромил нацистскую Германию, разрушил гитлеровский режим и принес свободу всему миру. Благодаря вашей героической борьбе, благодаря мужеству ваших сердец мы живем здесь, в государстве Израиль. Наша страна признала 9 мая государственным праздником, и ваш сегодняшний парад – это часть этого праздника. Этот парад – лишь малая часть того уважения, которое мы испытываем к нашим ветеранам, которое мы чувствуем по отношению к ним. В этом году мы будем отмечать 1 сентября 70 лет с начала Второй мировой войны. И очень важно, чтобы следующие поколения знали правду, знали рассказы тех, кто сражался с нацизмом и его недавней встречи с ветеранами, с участием заместителя мэра госпожи Маши Новиковой. Мы условились о том, что на Геватах Ахмоса, арсенальная госпиталь здесь, в Иерусалиме, там, где находится музей освобождения города, там, где находится музей героизма израильских солдат, будет создан отдельный участок для того, чтобы показать героизм солдат Красной армии, для того, чтобы показать их участие в войне против нацистского врага и увековечить их вклад в победу над нацизмом. И я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы, в ближайший год, может быть, мы эту задачу выполним. Это особый день, в котором мы собрались здесь все, для того, чтобы отдать маленькую толику того, чем мы обязаны вам. Без вас, без этой победы, без того, что вы сделали, не было бы ни этой страны, и мы все бы здесь не находились бы сейчас. Мы обязаны вам. И этот парад – это всего лишь маленький вклад государства Израиль в тот дом, который мы все должны и который мы все обязаны ветеранам. И я очень рад, что впервые в этом году этот парад проходит не только как инициатива уже многолетняя города Иерусалима и мэрии Иерусалима. Этот парад проходит как официальный государственный парад государства Израиль согласно закону, принятому Кнессетом в последнем лете. Это особый момент. Государство Израиль превратило 9 мая в День Победы, и государство Израиль превратило парад 9 мая в государственный парад. Это важная вещь, но очень много еще предстоит всем нам сделать, и Кнессету, и правительству, в том, чтобы вы могли достойно жить в этой стране, чтобы эта страна отдала вам свой дом не только в парадах, но также уровнем жизни, который необходимо поднять, но также сохранением памяти и музеев, которые нужно создавать. И я заверю вас, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы это произошло. Мира. Смотрите и запомните это событие. По улицам столицы нашей Родины Иерусалим в год 64-й годовщины победы над нацизмом маршируют старые солдаты, непосредственные участники разгрома нацистской армии, вместе со своими детьми и внуками. А во главе колонны депутаты Кнессета, министры, руководители муниципалитета, дипломатический корпус, окрестовый Израиль. Это дань памяти, героизму солдат евреев и неевреев в боях против нацизма. Это и дань памяти славы солдатам Цахала, которые завоевали и отстояли независимость этого маленького по территории, но великому по значению еврейского государства Израиля. Две исторические даты в мае 45 года и мае 48 года исключительно важны для еврейского народа. Они открыли новую страницу нашей истории.
Победа в 1945 году открыла дорогу к победе в 1948 году. Мы молим Всевышнего, дожившись до этих дней, склоняем голову перед памятью 228 570 солдат, евреев, погибших в боях за независимость еврейского народа. Я не ошибся в цифрах. 206 тысяч полегли на полях боя против фашизма в Европе, а 22 570 непосредственно территории нашей страны. Вечная им память и слава.